Давай сейчас чуть отойдем от этой темы, потому что мы просто... Слишком грустно. Очень грустно, на самом деле. И поговорим про Северный поток-2, про газопровод, которым Россия хочет привязать себе Германию. Ну, почва удобрена, как бы политики готовы, как, знаешь, в русском фильме такой «Калина красная», народ для разврата собрался, да? Осталось, так сказать, сесть за стол и начать пировать, да? И вот этот поток, он должен унизить Украину, во-первых, сделать из нее не безальтернативную страну транзитера, да, для Запада, дать возможность Путину еще больше денег зарабатывать на экспорте газа и привязать еще больше германский и не только германский истеблишмент, бизнесменов к Российской Федерации, к этой прекрасной стране, в которой есть некоторые проблемы с демократией. Да? Вот. Значит, сегодня украинская, нет, не сегодня, на днях «Украинская правда» опубликовала, это такое авторитетное издание украинское, опубликовало статью. В среду, по-моему, было. Ну вот да, вот сейчас прошу скриншот этой статьи показать, нашего режиссера. Статья о том, что есть несколько вариантов развития событий по Северному потоку-2. И в том числе, то есть это опять то, что ты говорил, антиамериканизм, антитрамповщина. И Трамп угрожает санкциями, ну, как они считают, да, вот этим компаниям, которые, вот, зупинити Північний потік-2, 4 сценарии санкційних переговорів США та ЕС. Ну и там эти 4, я не буду все это зачитывать, там разные варианты, но смысл в том, хорошая аналитика, в том, что как бы Трамп пытается помешать этому потоку, но в Германии считают, что он делает это в интересах США, а не в интересах борьбы с Россией, с Путиным, да, и прекращения этих денежных потоков туда. Злые американцы. Да, а это такая провокация американцев, которые мешают дружить и сотрудничать с Россией в своих корыстных интересах. Если учесть симпатии к Трампу в кавычках и к Америке, о чем ты говорил в первой части программы, то что будет-то дальше? Вот что они хотят все-таки с этим потоком делать? Каковы желания, допустим, германских властей, например? Смотри, во-первых, очень интересно, что в очень многих СМИ вообще-то не передается, что эти санкции, что это из потока. Это просто так, это опять-таки где-то совсем в конце. И это все злой Трамп хочет там вредить. И что это, в принципе, во многом из этого тесного сотрудничества с Германией, с Россией, это как бы уже так не очень упоминается. Власти хотят это, даже Ангела Меркель. То есть даже Ангела Меркель, да, которая поддерживает Украину и которая входит в нормандский формат. А я уже не очень в Ангеле Меркель разбираюсь. Это честно говорили, я ее раньше защищал. Сейчас, когда так глубже смотреть, она предотвратила вступление Украины в НАТО. Она в 2014 году говорила, пусть Украина в Евразийский союз Путина вступит. Это даже мне коллеги напомнили. Я это уже забыл. Да? То есть это, и я сейчас много мог перечислить. Там то, там зигзагами. Я уже не понимаю. То есть уже честно, на Ангелу Меркель нельзя назвать проукраинским политиком? Нет, я бы никак. Я не понимаю просто сейчас. Я тебе честно говорю, что я не понимаю ее. То она сейчас за этот Северный поток-2 выступает. Она за выступает, за Северный поток-2? Да. Сама Меркель лично? Сама Меркель сказала, когда это критиковали, она всегда косвенно, но она эту критику тогда поддерживала. То есть она зигзагами, да, она сегодня что-то такое скажет, завтра другое. Ее Альтмайер поехал, сейчас это ее главное доверенное лицо, чтобы тут торговаться. И сейчас даже она перед визитом с Путиным сказала, что она обеспокоена тем, что есть там определенные трудности для журналистов, то есть, что там свобода прессы в России, что там проблемы. Ну, знаешь, это просто какая там свобода прессы вообще, то есть, это именно эта линия, там нету свободы прессы, вообще абсолютно. Ну, давай